нашей страной творится что-то неладное. Теперь властвуют цензура и тотальный надзор. Народ не должен бояться власти. Власть должна бояться. Я Куватов Умар Али Изатович из оппозиционной группы «Движение 24». Я хотел сказать, что настоящий сатана находится в Таджикистане. Эмомали Рахмонов. در باره که جوانان علم آموزند و مسجدها و دیگر را رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذاشت که برای ما این در کار خوب گفتم. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. ما یک گپی خوب پرزیدنت گفت در بین ملاها در دهاتات جنگ جنجال برای وظیفه برای در مسجد کی کار کرده نشرفته ایستاده است و برای همه ملت میده ما جمهوری میده ما این قملات چی در Терял стыд, то делай все, что пожелаешь. Ниже мы приведем примеры этих его стараний, о которых он говорил открыто в своих встречах с людьми и выступлениях по радио и по телевидению, а затем приступил к их осуществлению. Перерегистрация мечетей, в результате которого деятельность большинства из них была запрещена, а десятки были разрушены дотла. Запрет на ношение хиджаба в средних школах, вузах и других учебных заведениях. Запрет исламского обучения молодежи и подростков за границами страны с принятием жестких мер, как аресты, принудительный возврат в страну, препятствия к выезду, угрозы родителям и тому подобное. Усердные попытки по отдалению молодежи и подростков от мечетей путем привлечения их в школы и запрета посещения мечети детям школьного возраста. Запрет на ношение бороды молодежи и мужчин среднего возраста посредством преследований, арестов, принудительного бритья бороды, запугивания и так далее. Запрет на обучение ислама дома путем задержания улемов исламских ученых, которые у себя дома обучают детей и подростков исламу. Запрет на ношение хиджаба женщинами и девушками не только в школах, вузах и других государственных учреждениях, но и на базарах и в других местах, используя различные методы, как пропаганда, вернее антипропаганда, запугивание, штрафы, лишение мест учебы и работы, фетвами имамов-хатыбов об отказе от шариатского одеяния, исследования так называемой национальной одежды и тому подобное. Новые препятствия для мусульман, которые едут в хадж путем ограничения возраста паломников. Введение новых ограничений в продаже религиозных книг, DVD и CD-дисков с наставлениями исламских улемов посредством штрафов, закрытиями лавок. Усиление контроля над мечетями через Исламский центр, Комитет по делам религии, посредством назначения имам-хатыбов мечетей и цензуры их проповеди со стороны Госкомитета по национальной безопасности, запугивание и снятие занимаемых должностей имам-хатыбов, которые хоть немного искренне и ратуют за ислам и тому подобное. Этот президент-диктатор, который по своей природе питает сильную ненависть к исламу и мусульманам, в своей ненависти даже после его зловещих преступлений против ислама и мусульман возникает вопрос: можно ли назвать мусульманином этого кровожадного злодея? همین نوتو کوری ناکر میزنم. آدم زدن کتی آمخته کنه کو وای روی ناس کتی میره با. اگر مایلش گفتن گیری کو وای بو بدتر میکنه برادر. میزنم. شتا میزنم. مشنی شتا. اگر با روح مسلمانی روان چکل که شریعت میگه من چقش نمیشم. رحمان